Проблема отопления в 18-этажных домах на Суркорте тянется уже не первый год. Особенно нелегко жителям многоэтажек приходится в зимние месяцы. И все по вине подрядчика, который не предусмотрел при строительстве отопительный блок. Это отмечает и глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. В рамках инспекционной поездки он проверил ход строительства котельной. Заканчиваем благоустройство наружной части. Параллельно сейчас подходит оборудование. Так. Ну, где-то благоустройство, прилегающее к участку. Ну, за октябрь закончишь все. До октября. До октября. Сыхмалила, качество хаила, чтобы это не страдали. До 15 сентября. До 1 октября. Мне там это, помнишь, это 1 мая, 7 ноября, да? А нам не надо это. Сделайте как положено. Подрядная организация просто не внесла в проект индивидуальное отопление зданий, подключив дома к общей котельной в 24 мегаватта, рассчитанной исключительно на перинатальный центр. Закрыть многолетнюю проблему дал поручение Махмуд Али Калиматов. По инициативе главы региона в кратчайшие сроки разработали проект новой модульной котельной на 4 мегаватта для полного индивидуального отопления 2 зданий. Надо же цинично еще придумать, присоединили ее. Почему? А вот та котельная, которая на перинатальный центр, она живая? Не надо ремонтировать. Восстановимая. А? Тоже восстановимая, но очень аварийном состоянии. Ну, тебе везет, что ты здесь мэром не был. Тебе везет. Уже внутри котельной Махмуд Али Калиматов отметил ряд замечаний, которые нужно устранить в самое ближайшее время. Поинтересовался глава региона и мощностью котлов. Потапа позовите. Ты здесь дождь, по-моему. Вот это все обновички, видишь, просветленные. Нет, не обновички, ты сверху плотнее герметику там. Тимур Даевич, а конденсат как вариант здесь будет? Металл? Он не будет, потому что это же не просто металл, это сэндвич. Не будет. Вот эти-то у него наружу не выходят? Нет. Если у тебя вот этот кусок хотя бы выходит наружу, оттуда. Не будет, он же сэндвич. Я говорю, вот это выходит балка туда? Нет, не выходит. На улицу? Нет. Это вот эти 2 котла, да? Да. Они синхронные, да? Да. Здесь запас довольно приличный. При потребности 3,6 мегаватта. У нас номинально 4, а максимально 4,6. Еще дом потянет? Потянет. Пообщавшись с жильцами, глава региона узнал, что эти дома не обслуживаются управляющей компанией и дал указание создать ТСЖ. Но проблема в том, что 18-этажки по бумагам до сих пор не сданы в эксплуатацию, а значит, их не имеют права обслуживать. Это при том, что дома-близнецы были введены в строй в 2015 году. Юридически у нас получается так, что закон о сиротах работает, это предоставление жилья. Да, собственно. А в части того, где это в законе написано, что с ними нельзя, такого нет. Не можно. Я лично сам Собственники управляющую компанию Ну. и погорел на эти управляющие компании. Мы сделали управляющую Где, компанию. какой закон ты регулирующий это? Я не первый раз слышу. Здесь в законе не прошу, но я знаю, что меня проходили штрафовать за то, что я незаконно начал работать в этом доме. А сделали эту управляющую компанию сами жители этого дома, чтобы чужие сюда не пришли. Правильно. Они не потянули, потому что... Из-за того, что не платят жители. Очередным сиротам я бы лучше дом построил или что-то сюда. Сколько ушло у нас? 27-28? В общей сложности, да. И еще 6 миллионов. Не, сглух ебался, но я говорю, вот я сейчас по лестнице, ты ждешь хам ищи, а кто же млиц, а я сош ахих аз мух жаёх ищи. Жители многоквартирных домов пожаловались главе региона, что детские площадки пришли в негодность, а обещанные новые все никак не построят. Собственно, поэтому глава региона поручил Мусе Харсееву создать план развития этих домов и отмечать все существующие недочеты для поэтапного их устранения за счет средств из местного бюджета. Помимо всего, Махмуд Али Калиматов дал поручение Урусхану Евлоеву уведомить жильцов об их обязанности по уходу и содержанию в порядке уже построенных детских площадок. Тамара Хшагульгова, Магомед Шаухалов, Новости 24.